Это вечерние новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. Со 2 июля в Якутии могут снять ряд ограничительных мер по коронавирусу. Уже завтра основной день всероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Как прошел досрочный этап в регионе. Тысячи молодых специалистов попрощались с Альма-Матер. Как прошел всероссийский студенческий выпускной. – 45 новых случаев коронавируса выявили в Якутии за минувшие сутки. В Якутске 34 инфицированных, 5 в Мегино-Кангаласском районе, 4 в Кангаласском и по одному в Нирюнгринском и Анабарском районах. В тяжелом состоянии находятся 34 пациента, 8 из них на аппарате ИВЛ. За их жизни борются врачи. За минувшие сутки в республике выздоровели 179 человек. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в регионе опустился до отметки 0,7. В связи с этим, по словам главы региона, со 2 июля в регионе могут снять ряд ограничительных мер при одобрении Роспотребнадзора. Во-первых, будет сниматься режим полной самоизоляции для граждан в тех районах, где он действует, кроме лиц старше 65 лет и лиц, страдающих хроническими заболеваниями. Для всех остальных режим полной самоизоляции будет снят. Единственное исключение – 2 у нас населенных пункта в республике – это поселки Удачный и Айхал в Мирнинском районе, где ограничения остаются по самоизоляции, в том числе в этих поселках остаются ограничения для лиц, прилетающих из других регионов страны и из города Якутска еще на 2 недели. Остальные, для всех остальных населенных пунктов республики, ограничения для приезжающих, которые у нас действовали, они снимаются, кроме для вахтовых рабочих и сезонных рабочих, для которых обязательная самоизоляция должна быть обеспечена работодателями. Далее у нас возобновится работа торговых центров без работы на их территориях фудкортов и игровых зон. Также будет разрешена деятельность летних кафе, разрешена деятельность библиотек и музеев, а также туристических баз и баз отдыха. При соблюдении санитарно-эпидемиологических мер всех требований будет разрешена также работа и пляжей организованных. Далее мы будем снимать ограничения со 2 июля в части ограничений работы перевозок пассажиров разными видами транспорта между улусами и внутри улусов. Это касается работы легкового такси, работы пассажирского автобусного сообщения, а также перевозки пассажиров водными судами, в том числе паромами, маломерными уже судами. Это все у нас в случае, еще раз говорю, получения разрешения Роспотребнадзора Московского, федеральной службы. Эти все решения будут у нас в жизнь внедряться со 2 июля. Между тем, 3 российских прототипа вакцины от COVID-19 показали эффективность. Об этом рассказал генеральный директор Новосибирского научного центра «Вектор» Ринат Максютов. По его словам, эти вакцины способны формировать в организме иммунный ответ. Он добавил, что самая большая сложность – это создать безопасный для человека препарат. Сейчас в «Векторе» над вакцинами нового поколения работают более 100 сотрудников. Сложность заключается еще и в том, что коронавирус постоянно мутирует. По словам Максютова, в России уже выявлено более 100 его штаммов. К другим темам: пострадавших при возгорании погрузочно-разгрузочной машины на руднике «Интернациональный» нет. Как отметили в Алроса, задымление обнаружил машинист во время работы техники, о чем он сообщил диспетчеру и принял меры по тушению задымления штатным огнетушителем. Сразу после сообщения был введен в работу план по выводу работников с задымленного участка. Как отметили в компании, после проверки горных выработок, расположенных рядом с очагом возгорания, на отсутствие следов задымления работы продолжились в штатном режиме. Жалоб на состояние здоровья от сотрудников не поступало.
На руднике «Интернациональный» задымление локализовано. Газовая обстановка в норме. В 17 часов состоялся спуск очередной рабочей смены. Прокуратура города Мирного организовала проверку соблюдения законодательства о промышленной безопасности. По требованию прокуратуры республики к проверке привлечены специалисты Ленского управления Ростехнадзора. Результаты проверки взяты прокуратурой республики на контроль. Ребенок утонул на реке Ирелях в Мирном. По информации Следственного комитета Якутии, группа из 3 несовершеннолетних купалась на реке Ирелях. 2 из них вышли на берег, откуда увидели, что 3-й ребенок поскользнулся и ушел под воду. Попытки вытащить его из воды не увенчались успехом, дети не справились с течением. Сотрудники полиции, проезжавшие мимо, извлекли ребенка, однако реанимационные мероприятия не принесли положительного результата. Отмечается, что на берегу реки, где произошел несчастный случай, отсутствуют предупредительные знаки о запрете купания. Устанавливаются причины произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. Глава Якутии Айсен Николаев принял участие в совещании по созданию дальневосточной авиационной компании и внес ряд предложений. Айсен Николаев акцентировал внимание на то, что новая авиакомпания должна стать основным потребителем воздушных судов российского производства. По мнению главы региона, вхождение в альянс республиканских авиакомпаний Якутии и Полярной авиалинии позволит снизить стоимость парка воздушных судов, создать единый пул компонентов запасных частей и двигателей на Дальнем Востоке, а также объединить разветвленную сеть центров по технической эксплуатации и обслуживанию авиационной техники. Кроме того, глава Якутии внес предложение о включении в протокол совещания вопроса о создании специализированного центра технического обслуживания и ремонта воздушных судов на базе 2 имеющихся авиационно-технических баз, функционирующих в Хабаровске и в Якутске. С 1 июля в Якутии, как и по всей стране, начнет действовать специальный налоговый режим для самозанятых. До этого пилотный проект действовал в 23 субъектах России и показал свою эффективность. На сегодняшний день преимущества налогового режима оценили более 760 тысяч россиян. Он рассчитан на нянь, репетиторов, водителей, программистов, кондитеров. Одним словом, для тех, кто работает на себя. Пройдя простую процедуру регистрации в мобильном приложении, самозанятые получают официальный статус и могут пользоваться мерами поддержки, доступными легальному бизнесу. 2 июля Центр «Мой бизнес» при Министерстве предпринимательства будет проводить горячую линию для предпринимателей, а также желающих стать самозанятыми. С 14 до 16 часов 2 июля можно позвонить на телефон горячей линии 8 800 100 ровно 58 80 и получить полную информацию о том, как стать самозанятым. Кроме того, на портале малого и среднего предпринимательства у нас открыта специальная вкладка о самозанятых, где также представлена вся информация о том, кто может стать самозанятым, что для этого нужно. Один из крупнейших банков республики, Алмаз-Эргенбанк, возобновил прием заявок на дальневосточную ипотеку под 2% годовых. Подробности в материале Дмитрия Тымырова. Алмаз-Эргенбанк в начале года стал одним из первых региональных банков, который начал выдавать жителям республики дальневосточную ипотеку по 2% годовых. Как отметили в банке, данная программа вызвала большой интерес у якутян, в том числе и в районах республики. Дальневосточную ипотеку могут получить молодые семьи, неполная молодая семья, возраст которых не старше 35 лет, а также получатели дальневосточного гектара на цели строительства жилого дома. Процентная ставка составляет от 1,7% годовых, срок кредита от 3 до 20 лет, максимальная сумма кредита до 6 миллионов рублей и минимальный первоначальный взнос 20% от стоимости объекта. На сегодня жители Якутии – активные участники данной программы. В региональном банке отметили, что якутяне могут оформить ипотечные кредиты как на первичном рынке, так и на вторичном. По данной программе возможно получить ипотечный кредит на приобретение квартиры на первичном рынке, на вторичном рынке в сельском поселении, построить индивидуальный жилой дом на уже имеющемся земельном участке. В связи с возобновлением приема документов на дальневосточную ипотеку Алмаз-Эргенбанк приглашает как якутян, так и жителей Владивостока и Хабаровска, где Алмаз-Эргенбанк также работает, оформить льготную ипотеку по низкой процентной ставке. Дмитрий Тымыров, Григорий Николаев, Якутск.
Уже завтра основной день всероссийского голосования по поправкам в Конституцию России. Наш корреспондент Юлия Великодная побывала на одном из участков в Якутске и узнала, безопасно ли приходить на голосование. Участковая избирательная комиссия номер 779 расположилась в 33-й школе города Якутска. На входе обязательное бесконтактное измерение температуры и обработка антисептиком. Также в свободном доступе средства индивидуальной защиты, перчатки и маски. Что примечательно, вход с одной стороны, а выход с другой. Потрясена просто организационными мероприятиями, которые были проведены по поводу голосования. Все просто изумительно. И маски выдаются, и руки обрабатываются, выдаются перчатки, индивидуальная авторучка. Все просто замечательно. Входишь с одной стороны, выходишь с другой стороны. Все предусмотрено. Процедура голосования по поправкам организована так. На дистанции в 1,5 метра продемонстрировать избирательной комиссии паспорт и получить бюллетень. Кабинки развернуты к стене без дверцы. Не придется касаться руками ни одного предмета. Скопления людей нет, поэтому процедура занимает не больше 5 минут. До данного 30 числа никаких замечаний не было. Участок очень хороший, очень просто и спокойно все проходит. Дальше, работу дальше. Ждем 1 числа. Напомню, бюллетень содержит вопрос. Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации и варианты волеизъявления участника голосования «да» или «нет». Каждый проголосовавший «за» нашел близкие для себя поправки. Особо близкие мне те поправки 68-й, 69-й статьи, которые касаются поддержки, защиты, охраны культуры, культурного достояния народов России. И, конечно же, коли мы представляем Арктический институт, это сохранение культуры коренных малочисленных народов. Голосование продлится до 1 июля включительно. Участки будут открыты с 8 до 20 часов. Юлия Великодная, Арсен Степанов, Якутск. Более 14,5 тысяч человек уже проголосовали по поправкам в Конституцию в Нерюнгринском районе. Всего там работают 34 избирательных участка. Порядка 4 тысяч человек высказали свое мнение на предприятиях по месту работы. В труднодоступных и отдаленных местностях, таких как территория Ивенкийского национального наследия и в местах золотодобычи, проголосовали 450 человек. И тогда, когда люди удивляются, почему же к ним приходят домой, предлагают им голосовать. А это порядок такой, это новый формат который не относится, как я уже повторюсь, к избирательному законодательству. Поэтому участковые комиссии, они обязаны ходить по домам и предлагать людям голосовать. Но в Ленске продолжается голосование на дому. Таким правом могут воспользоваться люди с инвалидностью, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны тыла, пожилые граждане. Конечно, удобнее, чем бегать куда-то на избирательный участок в 90 лет. Гораздо удобнее. И с этим я очень согласен и удовлетворен. Инвалид с костылями, как же я, хоть и рядышком школа, мы всегда здесь голосуем, не смогла я. Удобно для меня. Спасибо большое. Вчера приходили девочки, спросили, я говорю, приходите, я всегда дома. Они пришли. Треть избирателей Хангаласского района проголосовали по поправкам в Конституцию. Свое мнение высказали более 7,5 тысяч человек. 30 избирательных участков действуют на территории района с соблюдением всех норм санитарной безопасности. По словам председателя территориальной избирательной комиссии Хангаласского района Гаврила Маркова, активно голосуют сельские жители. Организация хорошая, все это придерживается, все нормально. А почему вы решили проголосовать раньше 1 июля? Потому что завтра выходной, сами знаете, выходной, хочется отдохнуть, хочется заранее все сделать и спокойно отдыхать. Здесь родился, здесь всю жизнь голосовал, хожу всегда на выборы. Привел дочку, она студентка, впервые голосует. А вы уже сами проголосовали? А я сам уже проголосовал с сыном, раньше пришли. Люди приходят, голосуют, нет толкучки, все нормально. Все продумано, молодцы. 16 постоянных и 1 временная участковые комиссии работают в Тампонском районе. Подробности у Марии Винокуровой.
Всего по Тампонскому району насчитывается 9653 избирателя. На сегодняшний день в голосовании приняли участие 3368 человек. Из них на участки пришли 2666. Вне помещения свыше 500 человек. Досрочно проголосовали более 170 человек, что составляет около 35% от общего числа участников голосования. Сегодня у нас завершается голосование до голосования. Будут подведены итоги 6 дней напряженной работы. И чтобы завтра, уже 1 июля, начать общероссийский день голосования по изменениям Конституции. На местах голосования проходит санитарная обработка помещения дезинфицирующими средствами. На входах в участки организованы пункты температурного контроля. Также всем участникам голосования выдаются средства индивидуальной защиты – маски, перчатки, одноразовые ручки. Мария Винокурова, Хандыга, Тампонский район. В стране прошел всероссийский студенческий выпускной. 1000 молодых специалистов попрощались с Альма-Матер. Но, как и многие мероприятия в этом году, торжества впервые перенесли в онлайн. Несколько часов в прямом эфире шла перекличка вузов всей страны. Вчерашние студенты поздравляли друг друга, посмотрели концерт с любимыми исполнителями, а также получили неожиданный сюрприз. Подробности у Максима Кардозу. Главная идея Всероссийского студенческого выпускного 2020 – это объединение всей страны в один грандиозный творческий флешмоб. Молодые люди от Сахалина и до Калининграда поздравляли друг друга в прямом эфире. Друзья, мы приветствуем вас из столицы Золотого кольца, города Ярославля. Вас приветствует Ярославский государственный университет имени Павла Григорьевича Демидова. И мы спешим всех выпускников поздравить с этим прекрасным праздником. Лучшие выпускники страны делились своими планами на будущее, а популярные артисты дарили свое творчество онлайн. В этой всероссийской акции принимали участие и якутские студенты, причем у наших выпускников будет сразу 2 праздника. 10 июля мы запланировали для вас онлайн торжественную встречу ректорам и руководителями учебных подразделений. В этом году в нашем университете 500 выпускников-отличников. И для них мы подготовили традиционные серебряные значки с фианитом и эмблемой нашего университета. Выпускной подвел итоги и работы вузов в онлайн-режиме. Удаленка для многих стала открытием и настоящим вызовом, с которым пришлось столкнуться и студентам, и преподавателям. Что выявила эта ситуация? Вот в таких непростых условиях, когда обучение было организовано удаленно, один из важнейших навыков – это умение самоорганизоваться. И далеко не каждый студент вот этот экзамен, в широком смысле слова, конечно, сдал успешно. Что касается преподавателей, то я бы хотел сказать огромное спасибо, поскольку во многом благодаря им мы и прошли достойно через все эти испытания. В день всероссийского выпускного запустили и масштабный сервис с вакансиями и стажировками для выпускников вузов всей страны. Он называется digest.времякарьеры.рф. На нем размещено более 100 тысяч вакансий. Подобрать подходящую работу можно даже по географическому признаку или сфере деятельности. Доступны также стажировки и волонтерские позиции. Максим Кардозу, Москва, Якутск. На этом у меня все. Оставайтесь с нами.